поставлена такая задача взрыва домов в России для уничтожения чеченского народа, что той же конторы было и выписано там подрыв двух башен Америки для того, чтобы уничтожить остальной мусульманский мир. Ну, как бы не уничтожить, а начать войну, чтобы и отбросить, вырезать вот это выросшееся поколение. У них была эта задача, чтобы вырезать всех более достойных и физически, и умственно нашу молодежь, что им и удалось в Сирии в итоге сделать. Хотя они и в Ираке, и в Афганистане немало этого было, но в Сирии именно собрали в одну кучу практически лучших сыновей со всего мира, более ревнивых и тому подобное. Да, они затолкали туда для именно чтобы создавать вот этот фон со всего мира, также туда были и загнаны все шпионы и тому подобное, и все, что происходило, э, скажем, выходящие за рамки ислама, это все были провокации. И именно подобными способами, и это давало лицензию для отстрела целых городов мусульман, то, что мы и увидели. Но ни один человек ни за что не понес ответственность. Даже еще, когда эта война шла, была уже написана книга про Тони Блэра, примерно я говорю, о его участии в этом геноциде против Ирака, и что эта война была, мы все знаем, что не было никакого оружия, ничего, как для чего эта война была создана, тоже мы понимаем, опять приходим к тем же вооруженным компаниям, которые контролируют опять сионисты. Я поэтому говорю, вот эти хвосты, когда мы более подробно ты начинаешь во что-то вникать, ну, тут много ума не надо, все это очень очевидно. Вот в те времена, какие сотрудничества у них были примерно, вот именно какие люди встречались, о чем договаривались, вот, взять середину 90-х годов, начало 90-х годов, потом начало 2000-х годов, и тому подобное. Та же Меркель, там, Берлускони, Меркель, это все спонсоры геноцида чеченского народа. Ну, не только чеченского народа, под геноцидом чеченского народа попало, как мы знаем, там, я не знаю, пределов 10 тысяч. Но тем не менее, я свою задачу, главную для себя, поставил говорить именно о тех преступлениях, которые Европа совершает против наших народов, против мусульман и тому подобное. Деньги, это английские деньги, это вся Европа. Вот у нас возникает вопрос, и у меня часто такие ко мне претензии, почему там на коленях не благодаришь Европу за то, что тебе дали крышу над головой, за то, что я накормили и тому подобное. Если бы Европа соблюдала бы свои законы демократические, если бы нам что-то для них это значило бы, я бы вообще в Великобритании не оказался бы, я был бы у себя дома.